улыбкой и пригласил войти. Ох, и бардак у него был в доме. Пригласил меня дед пить чай, а я ведь даже кружки чистой не увидела, вызвалась помочь. Он пожал плечами и возражать не стал. Перемыла посуду, слегка подмела. Тем временем старик чай заварил. Сели мы да попили чайку. Кстати, весьма вкусный напиток получился. В другой раз я к нему зашла, он зубной болью мучился. Предложила в город увезти к врачу, так он руками замахал, будто демона увидел. Застудил зуб просто, девонька. Была б таблетка, мигом бы боль прошла. Но мне как раз была таблетка. Вот я к себе домой сходила, да принесла ему обезболивающее. Как-то привыкла я дедушку опекать. По возрасту-то я ему в дочери гожусь. Когда езжу в город на работу, то покупаю себе что-нибудь на дачу. В таких случаях стала я и Кузьме Ивановичу мелкие гостинцы брать. Леденцы, кисломолочку, чай какой-нибудь интересный. Так и прошла зима. Сразу оговорюсь, какой-то особой радости опека над дедом мне не доставляла. Просто переживала я, что пожилой человек живет совсем один. Но однажды вредный дедок вычудил такое, что я долго в себя прийти не могла от удивления и возмущения. Приехал